بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Бисмиллахи рахмани рахим. В суре «Преграды» в 26-м аяте Аллах Всевышний сказал: «О сыны Адама, мы не спослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения». В этом аяте Аллах сообщает нам, что Он даровал нам одеяние, одежду, чтобы эта одежда скрывала наши недостатки, стыдные места и украшала нас. Большая разница между человеком одетым и неодетым. Одетый человек намного красивее и приятнее. Его внешний вид намного красивее. И в этом милость Аллаха для нас. Животные и птицы без одежды, но несмотря на это, животные стесняются, и животные прикрывают свои срамные места хвостом. Всевышний Аллах, когда низвел Адама и Еву на землю, Он послал к ним ангела, и ангел учил вязать одежду. Ангел научил их одеваться. В суре Аль-Исра в 70-м аяте Аллах сказал: «Валякад каррамна бани Адам». Поистине мы почтили детей Адама. Аллах почтил нас тем, что мы ходим на двух ногах, одеваемся. И это возвеличивание нашего положения. Если человек оголяется языком и оголяется телом, он унижает себя. То есть, когда человек матерится, высказывается бранными словами, он в своих бранных словах упоминает аурат, и этим он оголяет себя, свой язык. Когда человек не закрывает свой аурат, ходит полуголый, он унижает себя этим. Если ты словами ругаешь другого человека, в ответ он тебя ругает. Получается, он тебя унижает, и ты теряешь свой авторитет среди людей. Когда человек ругается, он теряет свой авторитет среди людей. И он падает вниз, деградирует. Также, если человек ходит, я извиняюсь, в нижнем белье, если он будет ходить по улице, то он унизит себя. Поэтому одежда прикрывает наши недостатки, и одежда возвышает нас. Однажды один из подвижников спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «А если я нахожусь там, где нет людей, можно мне ходить без одежды?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, что есть те, которых нужно стесняться больше, чем людей. Это Аллах и ангелы. Ангелы постоянно сопровождают нас. Где бы мы ни были, ангелы рядом с нами. И нужно стесняться их. Не нужно ходить оголенными. Потому что ангелы выходят, если человек оголяется. И ангелы не смотрят на оголенного человека, потому что они стесняются. Поэтому, когда человек заходит в уборную или заходит в спальню, ангелы знают, что он там делает, но они не смотрят на него, и они не заходят вместе с ним. Иногда человеку необходимо открыть аурат. Это когда он, например, заболеет и обращается к врачу. Ему нужно открыть аурат при необходимости. Это разрешено. Но там тоже есть условия. Например, если женщина заболела и не может найти врача-женщину и вынуждена обратиться к мужчине, к врачу, то это нужно делать в присутствии мужа. Рядом должен быть муж. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не смотрите на бедро живого человека, также и мертвого человека». Даже если человек умер, нельзя смотреть на его аурат. Нужно аурат его закрывать. И
Люди, которые попадают в рай, иншаллах, мы все, иншаллах, попадем в рай. Пусть Аллах дарует нам рай. Там человек не будет ходить оголенным. Там это запрещено. Так же, как и здесь это запрещено. В раю нет запретов. В раю все разрешено. Но разврат и вот такое оголение – это запрещено. В раю все халяль. Нету там запретов. И там человек не должен читать намаз. Человек не должен там поститься. Никаких обязательств там нет. Там просто отдыхаешь, гуляешь, наслаждаешься жизнью. Но и при этом там нельзя тоже ходить оголенным. Вальхамдулиллахи Роббил Алямин.